Bir qатын янгын һүндерүчеләрне үртәлгән йөрәген һүндерергә сакырган. В Уфе женщина вызвала пожарных с просьбой потушить ее горящую душу. Өфөлә бер qатын янгын һүндерүчеләрне үртәлгән йөрәген һүндерергә сакырган. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, мы начинаем уфимский разворот на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня в студии Лилия Клюковская. Руслан Валиев, Никита Полянин. Сегодня вторник, 19 февраля. У нас много достаточно сообщений. У нас гость во второй половине часа. У нас в середине традиционный выпуск новостей. А все остальное по плану. И наш телефон +7 927 304 10 51. Ждем ваших сообщений. Обязательно подписывайтесь. Довольно много среди сообщений СМИ, конечно же, информации о Сибае. Это и, скажем так, политические вопросы, и экологические вопросы. Поэтому сразу скажу, проанонсирую, что во второй части в гостях нашей студии будет доктор химических наук Марс Сафаров. У него есть своя точка зрения, свой анализ ситуации в Сибае. Прежде всего, я думаю, что с экологической точки зрения действительно вопросов много. Нам не всегда понятно, что значит превышение ПДК, вот этих вот, да, там в 6-20 раз и так далее. Что значат все эти формулы химические, которые нам озвучивают, и в том числе мы о них рассказываем. Поэтому более подробно обсудим всю ситуацию во второй части. Присоединяйтесь к нашему эфиру, присылайте нам сообщения и, конечно, смотрите прямую трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе, которая у нас уже запущена. Начало нашей программы будет посвящено традиционно обзору прессы. Вокруг горной промышленности есть, оказывается, у нас развитие событий в разных ее частях, а именно концерн «Русская медная компания» будет добывать башкирскую медь. Об этом пишет Медиакор-сеть. Соответствующий контракт между республикой и этой компанией заключен на 25 лет. Как сообщает пресс-служба организации, концерн «Русская медная компания» купил право пользования недрами. Значит, залежи меди находятся возле деревни Салаватово Абзелиловского района Башкирии. Ну, кстати говоря, недалеко совсем, да, от Сибая, где, соответственно, у нас есть вот вся эта история с карьером. Площадь данного участка составляет чуть более 2 квадратных километров. По данным специалистов, здесь имеется чуть более 200 миллионов тонн руды и чуть более 990 тысяч тонн меди в конечном итоге из этой руды можно будет получить. Компания планирует начать геолого-разведочные работы в ближайшие 9 месяцев. В пресс-службе отмечают, что на сегодняшний день основу минерально-сырьевой базы компании составляет медно-колчедановое месторождение Чебачье, отрабатываемое подземным способом с производительностью 800 тысяч тонн. Значит, глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков при этом высказался по этому случаю в социальной сети Facebook. Скажу честно, тема задела меня не только как главу администрации района, но как жителя Абзелиловского района. После всех уточнений выяснилось, что участок недр расположен недалеко от деревни Салават-Совхоз. Роснедра выставили его на аукцион для разведки и добычи полезных ископаемых. Согласно действующего законодательства, к сожалению, согласование с местными муниципалитетами не требуется в таких ситуациях. Поэтому принято решение на следующей неделе пригласить представителей компании-добытчика разобраться и выяснить план работ. С одной стороны, это инвестиции в район, то есть это хорошо, это рабочие места. Но с другой стороны, нами будут приняты все меры по сохранению природных красот и богатств. Мы не допустим варварского отношения к природе, сообщил он. Ну, остается надеяться, что действительно глава муниципалитета не оставит, скажем, без внимания этот вопрос и действительно без внимания проверит. точно не оставит. Вообще в интересные времена мы живем, когда главы муниципалитетов, районов в социальных сетях пишут такие достаточно серьезные вещи. Мне кажется, они уже, наверное, не могут там выставить фотографии семейные, да, или там пойти на Сабантуй. И
не знаю, вынуждены селфи оправдываться, что не сделать, все да. в их полномочиях, да, есть Да. вещи, которые совершенно мимо них решаются. И такое чувство, что понятие как пресс-служба уже не существует. Глава Ну, администрации все раз и почему бы высказал. и нет, кстати, это нормально. Вот я считаю, что как бы прямая связь, более того, если есть диалог живой, то это, наверное, как-то убыстряет процесс. Ну, а тем временем, пока где-то идут разработки, где-то идут обсуждения сибайской ситуации. Вот, кстати, давай я сразу еще все-таки Мгм. скажу, потому что по Сибаю есть материал также на Медиакор-сети Мгм. о том, как жители хотят на митинге потребовать 500 миллиона рублей за тлеющий карьер. Они направили уведомление в городскую администрацию о проведении митинга. Значит, Как уведомление... возмещение, да? Да. Мгм. Значит, против сокрытия холдингом УГМК истинных причин появления очагов тления руды, такая формулировка, и недостаточно эффективных и своевременных действий по устранению очагов тления. Организаторы протестной акции намерены потребовать от УГМК компенсацию ущерба в размере не менее 500 миллионов рублей. Об этом сообщается в группе ВКонтакте, в Сибай-Дыши, да, основная группа. Митинг запланирован на 2 марта перед зданием Дома молодежи. К участию заявлено 1500 человек. Ну, пока нет информации о том, каким образом, ну, вообще принято ли это уведомление, получен ли какой-то ответ от администрации. Ну, что ж, будем за этим следить. Понятно, я продолжу более праздничную тему. Праздники никто не отменял. К празднованию столетия Башкирии закажут 1000 портфелей из натуральной и искусственной кожи. Об этом сообщает «Коммерсант». Власти Башкирии определились, наконец, внутренней сувенирной продукции. Будут изготовлены еще и плакаты к 95 информационных плакатов, по 1000 блокнотов, приглашений, именных карточек, серебристых ручек с золотистыми декоративными элементами, а кроме того 200 портфелей из натуральной, 800 портфелей из искусственной кожи. Изготовитель сувенирной продукции планирует отобрать на аукционе 11 марта. Стоимость, примерно максимальная цена контракта определена в 6 миллионов рублей. Так, 6 миллионов рублей, 1000 сумок и еще примерно такое же количество там блокнотов. какое-то ручек, количество, 1000 блокнотов и так далее. Ну, то есть вот на празднование найдется, я так полагаю, 6 миллионов рублей, но не найдется на ремонт крыши здания. С потолка льют, как из ведра, пишет Уфа-1 про одного жителя, который уже 20 лет добивается от коммунальщиков ремонта кровли. А пока что этому жителю по имени Константин приходится засыпать под звон капели. Происходит это каждый год, вот уже более 20 лет. Чуть только заваливает крышу снегом, так в квартире становится жить невозможно. С потолка течет, как из ведра. Тут есть фотографии, как у него вся квартира в тазиках и ведерках. Слушай, а какого рода дом? Это пятиэтажка? Это пятиэтажка. У мужчины от этих трелей кошки на сердце скребут. Я уже жаловаться ходил, и заявки на расчистку кровли оставляю регулярно. И тут я вот хочу привести просто фразу представителя ЖЭО общества «Сервис» Асии Файзовой. ЖЭО занимается только обслуживанием жилищного фонда. Мы убираем и очищаем скатные кровли по графику. Его утверждает управляющая компания. Это мягкая кровля, она не подлежит очистке. Только в период оттепели мы открываем ливневики, очищаем крышу и прочищаем их. Погода сыграла с нами злую шутку. У нас расчистка была запланирована на ближайшие дни. Можно обратиться в службу регионального оператора с заявлением о том, что дом включили в план ремонта кровли и модернизацию ее мягкой кровли на скатную. Это будет решением вопроса, потому что когда строили дома в 70-е годы, было рассчитано, что они простоят 25-30 лет. Сами понимаете, страна у нас уже другая, и содержание жилья ложится на плечи его собственников. Вот такое кстати, я 7 лет грустное прожил сообщение. в пятиэтажке на центральном рынке. Там действительно плоские крыши у большинства домов. И на протяжении нескольких лет были проблемы с протеканием. Они не были такими гигантскими, там что там прям капель звенела, да, но все-таки вода постоянно просачивалась. И действительно нужно было постоянно думать о том, чтобы крышу почистить. А о том, чтобы эту крышу перестроить, казалось, что это, в принципе, нереально, потому что огромных денег требовалось. Хотя, я думаю, что проблема, она актуальна для многих домов, у которых плоская крыша, и которые не являются новыми, скажем, да. Также «Коммерсант», значит, публикует статистику, довольно-таки, на мой взгляд, красноречивую. Смертность от отравления алкоголем в Башкирии выросла на 24,5%. Значит, эти данные приводятся Центром разработки национальной алкогольной политики. Вот такая вот организация, оказывается, существует. Так вот, в 2018 году эти цифры выросли на 25 почти процентов по сравнению с 2017 годом.
Всего в республике зафиксирован 61 смертельный случай. При этом в целом в Приволжском федеральном округе показатели смертности от отравления алкоголем снизились на 20%. Заметнее всего, где они могут снизиться? Конечно, в Татарстане, более чем на 70%. В соседней республике зарегистрировано всего 3 таких случая, что на 11 меньше, чем в 2017 году. При этом в России в целом в 2018 году алкоголем отравились 5600 человек, что на 18% меньше, чем годом ранее. То есть на фоне общероссийского снижения на 18 у нас увеличение на 24,5%. Данное твое сообщение совершенно тогда не перекликается с высказыванием финансового омбудсмена о том, что нельзя убирать алкогольные магазины из многоквартирных домов, потому что иначе пойдет отравление и различные вот такие, ну не знаю, самопалы, да? Так что ж тогда, ребят, почему же у нас тогда люди-то гибнут? Ну вот обратились в Минздрав с просьбой прокомментировать эту информацию, вообще насколько эта статистика является, значит, верной, да, что за организация вообще и что скажет на эту тему Минздрав. Я надеюсь, что сегодня мы уже некий комментарий получим и сможем его опубликовать на нашем сайте echo.msk.ufa.ru и, конечно, озвучить в наших информационных выпусках. В Уфе на 7-летнего ребенка с высоты 16 этажа упала сосулька. Вот такое сообщение есть тоже на Уфа-1. Жительница микрорайона Демона пострадала. На 7-летнюю девочку с высоты упала сосулька, ребенка госпитализировали в больницу. И еще вчера было сообщение тоже, по-моему, в СМИ, что огромная сосулька упала на иномарку, и машина тоже пострадала. Насчет иномарок, так что, товарищи, ходите, пожалуйста, очень аккуратно. С детьми, по меньшей мере, 2 случая было еще и в Черниковке, поэтому я думаю, что это не единичный случай. Да, вообще надо быть очень внедорожник, внимательным. «Комсомольская правда» вот уже нашла сообщение, внедорожник пострадал. Слава богу, никого не было внутри автомобиля, поэтому будьте осторожны. А еще одно сообщение из «Комсомольской правды», не могу его не отметить. Жители Башкирии вынуждены ездить в больницу за 80 километров. Бузовьязовская клиника, кстати, очень известная клиника вот на границе Крымскалинского района, Крымскалинского и Ругазинского, принимала почти 7,5 тысяч человек, но ее все равно решили закрыть. Ну вот удивительно, потому что я действительно и знаю эту больницу, там были очень хорошие специалисты, и насколько мне известно, там даже была очень такая известная женщина-невропатолог, которой даже наши еще то есть, несмотря на то, что это не райцентр даже, там приличная больница, да? Там была приличная очень больница, и там даже, по-моему, асфальт постелили до дома невропатолога, к которому ездил сам Байдавлетов, говорят, лечить ничего себе. Ну, на фоне того, что у нас все-таки вроде как хотя бы речь зашла о том, что нельзя огульно сокращать медицинские учреждения, ФАПы. Да, мы с тобой буквально вчера говорили о медицине и о том, что готовы платить врачам 1 000 000 рублей, если бы только они поехали в районные центры, да, что нехватка идет порядком 2000 врачей, и при этом закрывается районная больница. Но 80 километров для района — это очень большое расстояние. Ну, будем надеяться, все-таки больница сохранится. Тем временем время обзора прессы подходит к концу. Я хочу перебросить небольшой мостик к фрагменту программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым, в гостях которого вчера был политтехнолог Андрей Патрицын. Во фрагменте говорится в том числе о неком проекте перенаправления воды из русла реки Уфы в русло реки Миас. И вот я хотел бы первоисточник на эту тему прочесть. Губерния74.ру. Значит, правительство Челябинской области и Русская медная компания подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве тракта водоподачи из реки Уфа в реку Миас. Значит, то есть из реки Уфы на территории Челябинской области может произойти вот эта вот передача. И более подробно слушайте во фрагменте. Правительство Челябинской области и Русская медная компания подписали соглашение о строительстве тракта водоподачи части истока реки Уфы, Краидель по-нашему, в реку Миас. По водопроводу в Миас будет поступать ежегодно 130 миллионов кубических метров чистой воды. Это поможет решить проблему дефицита воды в Шершневском водохранилище, единственный источник питьевой воды в Челябинске и прилегающих населенных пунктов. По договоренности с областными властями Русская медная компания направит на строительство тракта водоподачи 1 миллиард рублей. Работа планируется завершить к 2020 году к саммитам стран ШОС и БРИКС Челябинский. Так вот, мы теряем свободную Агидель белую, и мы еще становимся перед фактами, что у нас река Уфимка или Краидель потеряет свой дебет. На целых 130 миллионов кубометров в год. Какая может быть реакция у жителя территории, у которого отобрали 130 миллионов кубометров воды? Конечно, негативная. Меня вообще удивляет, как такие решения принимаются. Но игра-то ведь идет за пределами Башкортостана. Я Здесь понимаю, договариваются между собой Русская медная компания и администрация Челябинской области. Но это только потому, что они будут забирать воду на территории не Башкирии. Хотя
хотя река в дальнейшем идет в Башкирию и попадает в систему рек, которые проходят в основном через Башкирию и так далее. То есть вот здесь игнорировать интересы Башкирии, на мой взгляд, как-то нечестно. Но вся беда вообще. в том, что для решения этой проблемы федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах, которую правительство России утвердило в 2012 году, предусматривало строительство тракта водоподачи части истока реки Уфы в реку Миас. Для этого была разработана проектная документация, на которой в 2013 году получено положительное заключение государственной экспертизы Челябинской области. И канал будет представлять себе подземную полиэтиленовую трубу диаметром аж 2 метра и длиной 21 километр. Что могут сделать наши республиканские власти, теперь новые? Могут ли они вмешаться в эту ситуацию? Могут ли они объяснить им, что Уфа, которая славилась своим судоходством, уже сегодня Агидель можно перейти в районе монумента вброд пешком, что это не просительные шатки, что это не меньшее зло, чем те же башкирские шиханы? Что может и должна сделать власть Башкирии? Во-первых, четко, внятно и понятно охарактеризовать этот проект в контексте последствий для нашего хозяйства. Давайте относиться к власти региональной, как к власти, в первую очередь, заботящейся о своей территории. И это нормально, потому она региональная власть. Первое, что они должны сделать, это разъяснить нам с вами и населению республики, какие последствия будут на самом деле. Кто должен разъяснить? Для этого у нас есть несколько ведомств, Минэкологии, для этого у нас есть правительство, для этого у нас есть мегахолдинг Башинформ под руководством господина Мурзаголова, которому что не поручи, он то не сделает. То есть вот сегодня Хабиров так комично уже в 10-й раз напомнил ему о том, что нужно чего-то там информировать население, а не в футбол играть в Испании. Первое, что нужно сделать, это информировать. Дальше нужно проанализировать, насколько это действительно ущерб для республики. Я не знаю, насколько обмелеет река в результате этого проекта. Вы тоже не знаете. А нужны технические, инженерные данные от специалистов. Они скажут: ребята, у вас уровень реки упадет на 1,5 метра. Какие экологические последствия? Сколько вымрет животных, растений и прочее? Сколько мы перестанем получать воды? Водозаборы пострадают или нет? Андрей, Вот я это так всё понял важно. по вашей реакции, что вы даже не знали об Я вот этой первый раз новости. об этом слышу, я возмущен полностью такими проектами нашей Российской Федерации, которые в ущерб Башкирии осуществляются. Чем вы объясняете молчание башкирской содовой компании? Я думаю... Что-то давно не было вестей с того фронта. Правда, одна весть отрадная пришла, что вроде как и совет директоров наконец-то уволили Балабанова. Да, у нас не видно Марину Бортову, у нас не видно Балабанова, которого и так не особенно видно было в публичном пространстве. Я полагаю все-таки, что башкирская содовая компания получила очень серьезные и строгие указания из Москвы на период избирательной кампании Хабирова не пытаться отстаивать свои интересы в ущерб общему стабильному состоянию здесь. Здесь у нас состояние отнюдь нестабильное. Воздействие башкирской содовой компании мы знаем, насколько может быть разрушительным. Их возможности, их подходы достаточно всегда резкие и, надо признать, что эффективные. Я имею в виду в части формирования общественного мнения. Соответственно, попросили ребята сдержаться пока от этого. Что будет дальше, я не знаю. У нас тут есть много всяких предположений по поводу того, успокоилась ли содовая компания на этом предложении, которое им сделал Хабиров. Является ли оно промежуточным, является ли оно фейковым на самом деле. Есть такие предположения. Мы об этом узнаем, скорее всего, в ноябре-декабре. Потому что, на мой взгляд, ситуация с сырьем пока до конца не прояснилась. Но, видимо, существует четкий запрет на обсуждение этой темы сейчас до сентября 2019 года. Только так я могу объяснить их абсолютное бездействие, тишину. Я очень хорошо и внимательно мониторю эту ситуацию, знаю там людей и общаюсь. Пока вот они абсолютно беззвучны, неподвижны. Полную версию программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым вы, как всегда, можете посмотреть на нашем сайте эхо-mskуфа.ру, а запись прямой трансляции на нашем канале в Ютубе и на Фейсбуке. Не забывайте ставить лайки и комментировать услышанное вами. Ну что, вот два вопроса, да, было во фрагменте. Прежде всего, довольно-таки неожиданным, на мой взгляд, оказался вопрос, связанный с историей вот с водой. Что, оказывается, еще в 70-е годы, кстати говоря, был разработан проект, который сейчас все-таки решили реализовать, а именно перекачку части воды из реки Уфы в реку Миас для того, чтобы питать Шершеневское водохранилище под Челябинском и, соответственно, обеспечить водой Челябинск. В связи с этим вопрос такой. У меня вот лично возникает вообще, да, и давайте, дорогие друзья, мы вместе проголосуем для того, чтобы какое-то консолидированное, что ли, мнение выработать. На ваш взгляд, вот в такой ситуации должны ли те, кто это реализует, советоваться с жителями республики? Все-таки река Уфа — это одна из двух главных водных артерий республики Башкортостан. Она питает
белую, в конце концов, да, которая у нас, в свою очередь, мелеет в последние годы. Сама Уфа, река Уфа, я имею в виду, является источником питьевой воды для города нашего, да, для Уфы. То есть, в принципе, это вопрос не такой уж и праздный, как кому-то может показаться. Поэтому, если вы считаете, что, да, в такой ситуации нужно было бы все-таки советоваться с жителями Башкирии, да, каким-то образом общественное обсуждение организовывать, голосуйте по номеру 262 72 47. Если, в общем-то, вы не считаете, что так все сложно, да, речь идет о заборе небольшого объема, к тому же этот забор воды будет за пределами республики, поэтому, в общем, советоваться с жителями Башкирии здесь не о чем. Голосуйте по номеру 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Нужно это обсуждать с жителями Башкортостана, потому что река Уфа является очень важной для республики, прежде всего Башкортостан. 262 72 47. Нет, это делать не обязательно, потому что речь идет о заборе небольшого объема воды. Этот забор будет происходить за пределами республики, то есть на той части течения Уфимки, которая еще до входа в Башкирию, да, скажем так, происходит. Труба диаметром там 3 метра, ну, в общем, каких-то критичных последствий не будет иметь, поэтому ничего страшного. Советоваться с нами не нужно. 262 72 48. Ну, опять же, да, конечно, мы здесь очень так, дилетантски подходим, поскольку не являемся большими специалистами, но вот такой вот червячок, он сразу, да, начинает немножечко, скажем так, коробить душу, потому что когда касается экологии, нас любят не спрашивать ни о чем, а потом в конце уже бить тревогу и говорить, что вот, в свое время там чьей-то потом будем волей... анализировать социальные сети, да? Как вариант. Все-таки воды действительно у нас все меньше и меньше. И в верхнем течении той же самой Белой, да, проблемы начались, насколько я понимаю, после строительства Юмагозинского водохранилища. Течение Белой вокруг Уфы все сложнее и сложнее приспособить под судоходство. Тут Уфа, река, более или менее нормальная у нас была все эти годы, как бы несла довольно хороший объем воды, чистой воды. И вот, пожалуйста, да. С другой стороны, и помогать надо нашим соседям. Казалось бы, Челябинск город не чужой. Челябинск, конечно, город не чужой, но как бы не получилось так, что потом мы сами останемся без воды, и возникнет какая-либо экологическая проблема, потому что те эксперты, которые рассуждают над вопросом помощи городу Ланчжоу в Китае, да, они ведь сейчас утверждают, что строительство вот этого 1240, по-моему, километров трубы между Байкалом и Китаем через Монголию, это не совсем целесообразный вариант, потому что мало того, что, китайцам отдаем свою чистейшую воду из известнейшего озера Байкал, а другое дело, что, в принципе, можно было бы принять решение и продавать бутилированную Любовь воду. нам пишет, водозабор в Уфе встанет, будет ЧС, он сейчас на грани ЧС, совсем с ума сошли. Ну что ж, давайте мы сейчас уйдем на перерыв на новости, после чего вернемся в студию, подведем итоги голосования и как раз поговорим с ученым Марсом Сафаровым. Половина восьмого. Европы. Российская сторона утверждает, что летчики отправятся домой после курса лечения. При этом, как отмечается, они сами отказались встречаться с официальными лицами, пока не придут в себя и не увидятся с родными. Следственный комитет уведомил семью обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской о том, что срок предварительного следствия по уголовному делу о ее убийстве в части заказчиков продлен до 7 апреля. Отпиской назвала это уведомление официальный представитель и обозреватель «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Конечно, это хорошая видимость того, что что-то происходит, что-то делается. Потому что до этого несколько лет подряд ни мы, я говорю сейчас о редакции «Новой газеты», ни члены семьи не знали вообще ничего из того, что происходит. Более того, мы знали даже и наследователя. Сейчас, после столь долгого молчания, тот факт, что пришла вот такая вот отписка, это, конечно, большой шаг, большой прорыв в работе следствия. Но, честно говоря, конечно, надежд на то, что за этой отпиской стоит какая-то реальная работа, пока, к сожалению, нет. Прусенкова напомнила, что письмо из Следственного комитета было датировано концом декабря, но семья Анны Политковской его получила только сейчас. Соединенные Штаты являются сторонниками мирной смены власти в Венесуэле, однако допускают все варианты. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая в Майами перед венесуэльскими иммигрантами. Он подчеркнул, что США хотят восстановить демократию в Венесуэле, обращаясь ко всем чиновникам и военнослужащим, которые поддерживают венесуэльского президента Николаса Мадуро. Трамп отметил, что они могут принять щедрое предложение лидера оппозиции Хуана Гуайдо об амнистии, чтобы мирно жить с семьей. В противном случае, по словам главы Белого дома, им не стоит рассчитывать на легкий выход и безопасные пристанища, потому что они потеряют все. О погоде в Москве сегодня облачно, осадков, днем 0-2, сейчас в столице -10. Ирина Кучеренко, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. Владимир Цыбенко, финансовый эксперт инвестиционного холдинга «Финам». В Уфе с открытым семинаром «Секрет успешных инвестиций». Инсайдерская информация о том, во что лучше вкладывать в 2019 году. 28 февраля. Запишитесь. 216 11 22. ООО «Финам РБ». 18+. 20 марта. Music Hall 27. Звезда мировых джазовых фестивалей. Музыкальное достояние Грузии. Искренняя и непревзойденная Нино Катамадзе. Юбилейная программа «20 лет музыки». Билеты на musichall27.ru и kassir.ru. Возрастное ограничение 12+. Дорогие мужчины, потребительский кооператив «Семейная копилка» поздравляет вас с Днем защитника Отечества и объявляет акцию. Только с 20 по 22 февраля действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим банщикам приятные подарки. Минимальная вносимая сумма от 50 тысяч рублей. Максимальная 1,5 миллиона рублей. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке 1% годовых. Все услуги предоставляются только членам ПК. Членство повлечет дополнительные расходы. Боевой взнос 100 рублей, вступительный взнос 20 рублей, взнос в резервный фонд 20 рублей, членский взнос 20 рублей в месяц. Подробности по телефону 347 287 1247, проспект Октября 117. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Общественное движение «Башкорт» намерено открыть штаб в Сибае. Активисты организации собираются координировать процесс временного переезда жителей из города. Как сообщает Идель Реалии, об этом заявил лидер «Башкорта» Фаиль Алсынов. Активисты организации создали группу, где жители деревень из близрасположенных к Сибаю районов могут предложить свои дома в качестве временного жилья. Это делается для тех жителей города, кто хотел бы уехать, но не знают куда. В воскресенье, 17 февраля, мобильные лаборатории в Сибае вновь зарегистрировали большие превышения ПДК диоксида серы в воздухе. Так, по улице Нуриманова ПДК было превышено в 7,6 раз, по улице 8 марта в 12,6 раз, по улице Сарбаева в 6 раз. Сегодня превышение ПДК в городе не зарегистрировано. Следком Башкирии проводит проверку по факту травмирования 2 детей в результате схода снега. Оба инцидента произошли 17 февраля. Сначала на улице Транспортная на второклассника сошел снег с 9-этажного дома, а позже на улице Кольцевой пострадала 4-классница. После оказания медицинской помощи оба ребенка были отпущены домой. В настоящее время следователям предстоит опросить очевидцев и сотрудников управляющих компаний, установить причины и условия, которые привели к произошедшему.
Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии превышен на 56,5%. По данным Республиканского Роспотребнадзора, на 18 февраля официально зарегистрировано почти 38 тысяч заболевших, 23 тысячи из них – дети. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения республики по сравнению с предыдущей неделей выросла на 13%. В Уфе на данный момент ОРВИ и гриппом болеют 12 тысяч человек, из них более 6 тысяч – это дети. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе сильная облачность, ветер с порывами до 15 метров в секунду, преимущественно без осадков. Температура воздуха от минус 8 до минус 14 градусов. Сейчас за окнами облачно, 8 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Лилия Клюковская. Руслан Валиев и Никита Полянин. Буквально до выхода на наш перерыв с Русланом на выпуск новостей мы задали вам вопрос, и у вас было 2 варианта ответов, и, наверное, пора подвести итоги до того, как мы представим нашего гостя. Да, напомню, должны ли в ситуации, вот, которая развивается вокруг Уфимки, советоваться с жителями Башкортостана, общественную дискуссию какую-то проводить? Если вы считаете, что да, 262 72 47. Нет, речь идет о заборе небольшого объема, к тому же за пределами нашей республики нечего здесь обсуждать. 262 72 48. Голосуем еще 10 секунд, подведем итоги и перейдем к комментированию. А я пока напомню этой наш темы. телефон +7 927 304 10 51. Вы можете написать свое мнение, если не определились с ответом из этих предложенных 2 вариантов. Так, значит, ну что, в результате мы видим, дорогие друзья, очень однозначные результаты при довольно активном голосовании. 94% проголосовавших наших радиослушателей считают, что советоваться с жителями Башкирии нужно прежде всего. И 6% проголосовавших говорят, что в принципе этого делать не обязательно. Ну что ж, фиксируем этот результат. И я представляю нашего гостя. У нас в студии доктор химических наук Марс Сафаров. Здравствуйте, Марс Гилязович. Здравствуйте. Добрый день. Вас удивил результат голосования, который вот сейчас мы подвели итоги? Или вам, в общем, понятно, почему люди так голосуют? Ну, удивило, скажу так, не удивило, как раз ожидаемо. Я рад, что такой результат. Потому что я тоже так думаю. Соседу в бедном положении надо помогать. Но мнение наше спросить стоит. К тому же юридически мы к этому процессу никакого отношения не имеем. Вода течет на их территории, и они решают, как с ней быть. Ну, для реки вообще это чревато или это нормально? То есть объемы небольшие и нечего беспокоиться? Ну, Уфимка, Уфа, Караидель становится рекой полноводной не там, не в тех краях. А когда вы впадаете в Рязань, крупные реки, другие источники. Поэтому я не думаю, что это отразится каким-то заметным образом, что вот вышли люди около Уфы к Уфимке, увидели катастрофическое падение уровня. Не будет такого. Ну что ж, будем надеяться. Но собрались мы сегодня, чтобы более подробно разобрать ситуацию с Сибайским карьером. Много информации. Чаще всего мы слышим в новостях, что превышен ПДК по тому или иному показателю. Чаще всего диоксид кремния, серы, точнее, нам озвучивают, да? Расскажите, пожалуйста, чтобы вот понятно было нам и нашим радиослушателям, ситуация с Сибайским карьером, что это с точки зрения химии? То есть, что реально там происходит? Там происходит следующее. Но чтобы оконтурить тему, надо будет все-таки начать с чего-то, да? В 13 году, 1900 еще, один охотник нашел выходы рудных месторождений меди. Он не знал, конечно, но обратил внимание на тяжелый глинистый какой-то образец попался ему. Вот с этого момента все это и началось. Он обратился
геологическим властям царской России еще. А там очень быстро почему-то среагировали. Уже в 2014 году уже началось изучение месторождения. А дальше мы все пропустим и скажем просто, это цветок расцвел в полной мере. Вообще все богатства минеральные, это на радость людям должны быть. Вот. И вот к настоящему времени там добыто более 100 миллионов тонн руды. Руда какая? Халькопирит называется в основном, так? Это, значит, минерал, который включает железо, медь и серу. Кроме того, там есть другие составляющие, но они все почти что содержат в составе серу. Вот, это первое. Теперь из этого количества более 100 миллионов тонн руды выплавили 2,5 миллиона тонн меди. Это гигантское количество. Вот. Рудник и сейчас работает, месторождение. Значит, вот насчет радости только некоторые сомнения возникают там. Вот, потому что вся промышленность вообще-то России построена таким образом, к великому сожалению, что это хищническая добыча называли в коммунистическое время. То есть, что будет потом, после исчерпания рудных дел, никого не интересует. На этом экономят, собственно, интересует, экономят. И получается так, что после этого, после нас хоть потоп. Но тут еще даже это время не наступило, уже потоп. Вот. Значит, как вынимали руду? Сперва такие рудники всегда одинаково добывают технологии, открытым способом. Карьер. Сейчас там карьер создан, исчерпан. После этого переходит на шахтные подземные добычу. Вот это месторождение переживает как раз вот этот период. Собственно, пережил уже там открытым способом. 2003 года работы не ведутся, только шахтным способом. И вот когда говорят, это, кстати, очень важный момент, что шахта заброшена, там, о чем говорить? Да, конечно, там не добывают, я согласен. Но этот карьер вплели в инфраструктуру подземной добычи. Это считать шахтой. Поэтому сказать, что заброшено, я бы не стал. А с какой целью карьер используется? То есть и вот его вот эти вот отвалы используются, чтобы машины ездили, грубо говоря, или? Карьер используется так, что вот там 4 шахты, стволы вертикальные, Скиповской, потом там вентиляционный, северный, там они названия свои имеют. Это ствол вниз, вертикальный. От него идут горизонтальные штреки или штольни. Так вот, в 2 местах, по крайней мере, на глубине около 400 метров и ниже, из шахт, из штольней идут из карьера вглубь. И таким образом используется это. Я не знаю, может быть, там воздух используют, может быть, вывозили или вывозят руду вот к этому месту, к штольне, оттуда перегружает, поднимает. И такое я считал уже по тому методу, который использовался при добыче карьерным методом. Ну, короче говоря, значит, карьер наглухо прикреплен к шахтному способу. И всякое то, что оно не используется, это лапшу вешают на уши. Поэтому надо же просто вопрос задать такой. Ну хорошо, а давай карьер затопим. Вот это ключ к пониманию ситуации. Они ни за что не согласятся, потому что тогда они затопят свою шахту, и шахта перестанет работать. Не могут они это допустить. Особенно нынешние хозяева, бенефициары конечные, умрут, но не допустят. Понятно. Вот проблема-то в этом. Там ведь не дураки работают, а дипломированные инженеры, они больше моего понимают, я вот признаюсь, да, знают все. Но, тем не менее, вот по их поступкам просто удивительное невежество проявляется, непрофессионализм. Это не так.
это профессионалы, но они не хотят бороться с возгораниями, потому что это угрожает затоплением шахты и прекращением его работы. Этого они не могут опустить. Вот этим вызвано, что люди корячатся буквально там в дыму, в чаду, в смоге 3 месяца уже. Меры принимаются опереточные, бутафорные, потому что вентилятор поставить там сверху, но это, я не знаю, как назвать, в общем, так. Не знаю просто. Это для того показа, что вот боремся. А вот то, что глиняно-водную смесь все-таки там заливают, вроде как есть какие-то процессы по залитию, это вот что? Так, ну, чтобы быть последовательным, тушению, наверное. В чем трагедия заключается вот этих месторождений меди? Они содержат серу, и поэтому они способны самовозгораться, без всякого человеческого участия. Ну, человек, конечно, в кавычках, может и помогать сварочными работами там и так далее, да. Но я думаю, в данном случае это самовозгорание. Чем оно обуславливается? Раздробленная руда, способный к самовозгоранию, получает обильный приток воздуха, кислорода, ну и окисляется. Но оно горит не так, как бензин или газ, например, да, или пожар, вот вы видите, там пламенем. Беспламенное горение, тление. Это знакомо. Вот торфяники так горят в пластах. И вы знаете, да? Какие проблемы с тушением таких пожаров. Здесь то же самое все происходит. Значит, вот то, что они карьер разработали, используют в составе шахтного способа добычи, но не провели консервационной работы, вот не заилили, вот этот вот метод, он очень практически единственный. Ведь чтобы гореть, надо, чтобы поступал кислород. Угу. Чтобы кислород не поступал, надо изолировать. Как? Залить водой. Закупорить всякие там капилляры, трещины в породах и так далее. Вот поэтому глинистый раствор используется. Вот. Это называется заиливание. Вот этим сейчас и заняты. Но я еще раз говорю, что это все опереточный характер носит. Вот я вам скажу, что для того, чтобы очаг возгорания залить, подтопить, как они говорят. Ну, ничего страшного. Для этого надо добраться до уровня 400 метров сверху. Вот в этом месте возгорания. Севера и другой стороны, южной, да. Но теми объемами воды, заиловочной жидкости, которые они все время называют, 400 тысяч кубометров, нельзя этого добиться. Воды не хватит просто. Ну, это Христу удалось 30 хлебами накормить свое племя. А вот тем количеством воды можно изображать только, как они показывают, трубу, там течет, как у простатического больного, так скажем, так. Я в школе химию терпеть не могла, но я очень люблю сухофрукты. Вот, чтобы понимать, сухофрукты, которые производятся при промышленности, наше производство, да, они ведь тоже используются с диоксидом серы, ну, чтобы не было плесени, чтобы цвет сохраняли. Вот этот диоксид серы, который я потребляю с сухофруктами, с финиками, с изюмом, это ведь тот же самый диоксид серы, который сейчас в Сибае. Тот же самый. Но я же понимаю, что если я покупаю изюм, это не то количество яда, которое я потребляю. Когда мы говорим о превышении ПДК, вот давайте вот об этом мы немножко подробнее говорить. Превышение ПДК, в чем оно? То есть это либо я 30 пачек серы съела, или все-таки есть какая-то допустимая норма потребления этого диоксида? Ну, во-первых, вот я всю свою активную экологическую жизнь пытаюсь объяснить людям, что шкала ПДК работает от 0 до 1. Угу. Загрязнение, степень загрязнения нельзя измерять числом ПДК. Вот сегодня 5 ПДК только. Слушайтесь, вот я произношу. Допустимая, предельно допустимая концентрация. Значит, любое превышение это предельно недопустимое или непредельное уже, как хотите, да? То есть не должно быть. Шкалы выше ПДК нет, крест поставить надо. Не надо измерять. Все плохо. 2, 3, 5, 10, но одинаково это плохо. Но это физического смысла не имеет. Физический смысл имеет до 1. Можно сказать, 0,9 ПДК, то есть норма еще с трудом соблюдается. Вот поэтому Сибая
худшие времена было 36-37,5 ПДК. Это я не понимаю. Это все равно, что сказать, что у больного сейчас 15 градусников температура. Не в градусах, а в термометрах измеряем. Это идиотизм, в общем, глубоко укоренившиеся. Люди не думают, что предельно допустимые, а дальше предельно недопустимые, значит, так. Вот это вот. Но превышение ПДК. 3 месяца уже жители Сибая, славного города, столицы башкирского Зауралья, с числом населения 63 тысячи человек, 53% башкиры, это чисто башкирские города, не чисто, а с преобладанием. Больше даже и нету, я не знаю просто, да. Там 14 тысяч детей школьного, дошкольного возраста. Вот, надо бы хотя бы их пожалеть. Нельзя вот это затянуть и вот это терпеть столь долго. И поэтому, вот еще вернемся к технической стороне дела. Как вы думаете, вот я вам рассказал, что огнеопасная руда это, она сама может возгораться и тлеть. Очень трудно будет справиться с этим явлением. Об этом хозяева, менеджмент технический знают? Нет? Конечно, знают. Почему же они не принимают меры? Они принимают, потому что шахта не могут допустить, чтобы она остановилась. Так ведь получается замкнутый круг. Да, перспективы-то какие, как у с другой города. стороны, им не нужно это. Да, и вот, значит, сейчас можно уже смело говорить о том, что они показали и власти, и управление шахтой, да, месторождением, добычей, потому что Сибайский суд, у меня есть постановление суда, показал, что меры были неадекватные, запоздалые и недостаточные, что информация скрывалась, она неправдоподобна и, в угоду властям и владельцам шахты. Так ведь сейчас, если ничего не делать кардинально, то вот весна не за горами, да, теплое время года, ветров еще меньше. А вот это меня вообще потрясает. На что эти люди надеются? Вот наступит 20 марта, где обещано, что все проблемы будут решены. Я вам вот ответственно заявляю, никаких проблем решено не будет. Сегодня сказали, что вот они уже 11 суток качают глинистый раствор туда, на донышке у карьера. И набрали там 6-7 метров. Так а как же они наберут 160, как надо для затопления очагов возгорания? Они это наберут через год только, если не будет утечек. Поэтому на что они надеются? 20 число – это как шагряного кожи для них. Это же наступит, и все увидят, что... Марс Гильясович, а вы какие бы решения предприняли? Вот будь у вас сейчас право принимать решения с деятельностью этого карьера, с деятельностью этого комбината, и вообще с перспективой жизни этого города. Так, техническое остановить надо. Шахту остановить надо не сейчас, а в декабре надо было 1 числа. Вот, первый. Второй, срочные меры. Они же... Вот есть регламент и проект эксплуатации карьера. И шахты. Там написано, я специально это достал документ, там написано в случае пожара, как поступить. Вот как раз залить, там ничего не надо сочинять, придумывать. Вот поэтому интенсивно делать надо то, что предписано правилами пожарного надзора, эксплуатации. Но вы же сами сказали, что если залить, тогда и шахта зальется. То есть тогда, значит, приостановить вообще деятельность шахты, и прекратить перспективу этого надо города. Дальше эксплуатировать. Они еще собираются сейчас не больше озабочены тем, что подтопить, сколько потом говорит, мы воду немедленно уберем. То есть больше они об этом думают сейчас. Так вот такая ситуация. Вот. Они прошляпили, потому что, зная, что с горючим материалом имеешь, они обязаны были ПОС установить, проверить по составу воздуха и по температуре рудного тела, следить за пожароопасностью, не наступил. Все было пропущено. Они ни зачем не следили. Карьер после того, как прекратили подачу, они не законсервировали, никаких работ нет. И вот я не знаю насчет времени, скажу там, вот такие случаи сопровождают человечество во всех случаях добычи
То есть есть опыт международный. Руды, да. Вот ближайшие. К нам была шахта Свердловская, тогда Дегтярская. Крупнее она была, знаменитее. В эту шахту спускался даже президент Никсон. И над этой шахтой в тех краях сбили Пауэрса. И, к сожалению, нашего летчика тоже. Вот, ему памятник там уставлен, Дегтярский. Вот. И вот, значит, там это предприятие работало постоянно при пожарах. Все это отработано 1000 раз. Ничто не ново под луной. А нам преподносят. Мы не ждали. Вот у меня есть отклики властей и инженеров. Что это? Чрезвычайная ситуация, непонятная нам. Какой непонятный? Ждать надо было, контролировать, мониторить за ситуацией и готовиться. Вот, кстати, Дегтярске открыли участок, который выдавал по 500 кубометров глинистого раствора. Специально цех открыли для борьбы. Кстати, в 1995 году исчерпали они запасы руды дегтярские. Исчерпали, прекратили добычу. И что сделали? Ушли, убежали, как махновцы, как у нас вот делают. Ничего подобного. С 1995 года по 2000 год проводились консервационные работы. Вот поэтому просто удивительно. Чужой опыт не впрок нам. Значит, вранье, обман. Потом вы посмотрите, врачи. Ни один житель Сибая не получил диагноз отравления. Да, это при том, что диоксид серы это же уничтожает. Второе, к нам приезжал Аксенов. А зачем? Что, родня у него есть тут? Вы знаете об этом ведь, да? Что приезжал, конечно. Да, а зачем приезжал? Так его пригласили просто потому, что у него в августе было то же самое. То же самое. Армянские на перешейке. Есть завод к Крыму, есть завод там, титановый завод. И вот они шламы складывали в надлежащих местах и хранились под водой. Когда Украина перекрыла подачу Днепровской воды в Крымский канал, все это обнажилось, начало разлагаться под солнцем и выделяться сернистый ангидрид. Им удалось решить проблему? У нас полминуты. Решили. Они детей эвакуировали, армянское 21 тысяча человек, они 4 тысячи детей эвакуировали. Они 500 приняли на лечение, как у нас это преподносит, как героин. Грустная у нас беседа получилась, скажи я вам, друзья. Ну что поделать, будем надеяться, что все-таки проблема будет решаться. Благодарим нашего гостя, доктора химических наук Марса Сафарова, и всем желаем хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам.